Дуб – лесное богатство Чувашии. Выездной семинар для школьников с таким названием состоялся в Ильинском опытном лесничестве. О старейшине чувашских дубов и значимости этих культур в нашем сюжете. Каждый дуб в чем-то друг. Дуб для всех, а все для дуба. И замкнулся дружный круг. Такой памятник не в каждом лесу. И не каждому дубу посвящают стихи. Старейшина чувашских дубов – ценный природный объект, имеющий культурное, историческое и научное значение. Самому крупному дубу в Чувашии 372 года. Диаметр его ствола 182 сантиметра, обхват 570 сантиметров, а высота 24 метра. Школьники стараются сохранить опытный образец ученого-лесовода Бронислава Гузовского. Ухаживают за уникальным деревом. Дай мне, пожалуйста, желудей. Я их на зиму в разные укромные места закопаю. Много молодых дубков насажаю. Спасибо, Белочка. Для такого дела мне желудей не жалко. У нас была сценка, я был в роли дуба. И там мне животные, букашки помогали. И мы с семьей часто сюда ходим, убираем мусор здесь, баклажки. Мы частенько приходим ухаживать за дубом. Убираем его старые листья, подметаем и вытаскиваем по желаниям, потому что из-за этого дуб может умереть. Его кора из-за этого повреждается сильно, а из-за этого плохо будут поступаться какие-то минеральные вещества. В ходе семинара министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедердзинов вручил благодарственные письма и экземпляры Красной книги Чувашии активным участникам экологических мероприятий. Мы проводим семинар для наших детей, для школьников. Надеюсь, кто-то из них будет и будущим лесоводом нашей Чувашской республики. Для того, чтобы обратить внимание на наши дубравы. Потому что испокон веков земля чувашская славилась дубами своими. Петр I использовал именно дубы, произрастающие на территории Чувашии, в качестве материалом для кораблестроения. И они были указом Петра включены, так скажем, в охранную зону. Кандидат биологических наук Виталий Петров рассказал школьникам о естественном возобновлении в расстроенных дубравах Чувашии. Также обсудили опытно-производственные лесные культуры ученого-лесовода Бронислава Гузовского, которые являются лучшими насаждениями среди дубрав республики как по приросту, так и по качеству древесины. Наши леса занимают площадь 35 тысяч гектаров. В основном 64% это дубравы. А Илийское лесичество, площадь здесь, это Илийское лесичество находится на территории Мургашевского района, 10 тысяч гектаров леса. Здесь много лет на этой территории работал Бронислав Ильич Гузовский, знаменитый лесовод российского масштаба, республиканского масштаба. Он посадил посадки дуба на площади 1100 гектаров. На сегодня сохранили где-то 700 гектаров. Наша задача лесоводов – сохранить эти посадки. Мы здесь проводим опытные работы. Наш дуб, он участвует в конкурсе «Российское дерево года 2023». Все, наверное, помнят, что, по-моему, в 2020 году он у нас занял 2-е место по России. Но сегодня с утра посмотрел, статистика показывает, что пока он на 3-м. Опережает нас Республика Карелия и Белгородская область. Так что всех призываю, детей, своих родителей, чтобы все привлекли, знакомых, соседей, голосовать за наше дерево. И будем надеяться на призовое 1-е место. Старейшина чувашских дубов участвует в национальном конкурсе за звание «Российское дерево года-2023» под номером 42. Всего 69 номинантов. Проголосовать можно по QR-коду или на сайте росдрево.ру. Голосование продлится до 1 августа. Надежда Морозова, Игорь Зверев, Республика.